Всем привет! Вы на канале Vlimination. Сегодня я расскажу вам, как играть в семерку. Семерка, также известна как семерки или верный загар. Это азартная карточная игра с комбинациями, которая очень похожа на карточную игру девятка. Так что если вы умеете играть в девятку, вы легко сможете сыграть в семерку. Ташуда. Для игры нужна обычная колода из 52 карт, а двойка тузов без джокеров. Ташуда. Без джокеров и равное количество предметов по типу покерных фишек для каждого игрока. Если у вас их нет, можете использовать другие предметы, любые, которые найдете у себя дома. Сюда. Так, да, извините. Так, извиняюсь за долгую паузу. Старшинство карт, которые нет, это туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, семерка, девятка, десятка, валет, дама, король. Король, то есть туз самая младшая карта, а король наоборот, самая старшая. Количество игроков это 3, 4, 5, 6, 7 или 8. Сюда. Цель игры получить наибольшее количество фишек. Сюда. Раздача. Каждый игрок. Ах, да. Сначала в одной из областей, которая называется горшком, каждый игрок ставит одну фишку. И это называется анты. Сюда. Потом каждый игрок получает задачка раздать все карты из колоды, одной карты за раз. Потом раздача завершается, начинается розыгрыш. А в следующих раундах игрок, который идет следующим по часовой стрелке, становится датчиком. Иногда некоторые игроки будут получать больше карт, чем другие. Это нормально, вы можете играть таким образом, но если хотите, можете убрать некоторые карты. И поэтому я убрал пикового туза. Сюда. Так, извиняюсь за долгую раздачу. Розыгрыш. Игрок слева от задатчика ходит первым. И первой картой он всегда выкладывает одну из семерок. И потом все игроки по часовой стрелке должны выкладывать карты, которые идут. Они должны выкладывать другие семерки или карты, которые идут
следующими или предыдущими по старшинству в зависимости от карт на поверхности. То есть там, например, будет семерка бубны, следующему игроку надо положить шестерку бубны или восьмерку бубны, потому что шестерка идет предыдущая, восьмерка наоборот, следующий. Это сюда. И короче, если такие карты отсутствуют, надо положить одну фишку в ванты и пропустить ход. Это сюда. Раунд завершается, если хотя бы один игрок избавляется от всех своих карт. Каждый противник дает ему свои фишки за каждую карту, которую он оставил. То сюда. То есть за каждую фишку. Короче, все противники дают ему одну фишку. Ой, не одну. Короче, фишки за каждую карту, которую они оставили. То сюда. Ну и он еще является победителем раунда. И забирает все вместе с центральными фишками. Фишками в горшке, то есть анты. Потом начинается следующий раунд. Партия идет до тех пор, пока партия состоит из определенного количества раундов. В последнем раунде владелец наибольшего количества фишек выигрывает. Каждый противник того игрока проигрывает. Это сюда. Итак, я рассказал вам все про эту игру, надеюсь, вы поняли. Надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, вы поняли, как играть в семерку, так что мне больше ничего сказать, я на этом завершаю видео, так что всем пока.